Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья. С позволения Аллаха Субханаху ва Та'аля предоставляем вам книгу под названием «Изучение ля иляха илляллах». В этой книге мы, хвала Аллаху Субханаху ва Та'аля, затронули все аспекты, касающиеся основ религии, а это ля иляха илляллах. И биидниллахи Субханаху ва Та'аля прошу Аллаха Субханаху ва Та'аля сделать эту книгу полезной, и чтобы это было сделано ради Его лика, чтобы это принесло пользу как нам, так и всем мусульманам. Эта книга под названием «Изучение ля иляха илляллах», в котором затронуты все аспекты, касающиеся слова «ля иляха илляллах». Биидниллахи Субханаху ва Та'аля сегодня у нас первый урок, и мы начнем с предисловия, в котором говорится «Инна алхамда лиллах». نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и к которому мы взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиту у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение, а кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, единого, и свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Амма ба'д. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. А затем, поистине самые лучшие слова – это книга Аллаха, а лучший путь – это путь Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Худшие же деяния – это нововведение, а каждое нововведение – это ересь, а каждая ересь – это заблуждение, а всякое заблуждение в огне. Предисловие этой книги, братья и сестры и единобожники, хочу начать со слов шейха Хамуда бин Укля аш-Шуайби рахматуллахи алейхи, который сказал: «Фаинна ашрафа ва аджалла ва а'зама калиматин хия калимату ат-таухид, ла илаха илляллах, афдалу ма нутиqa бих, ли аджлиха халака Аллаху al-халка, ва арсала ар-русула, ва анзала аль-кутуба, ва шарра аш-шара'i, ва шарра аль-джихада валь-вала'a валь-бара'a». Поистине самая почетная и великая и возвышенная фраза – это слова единобожия, слова «Ля иляха илляллах». Это лучшее из того, что когда-либо произносилось. Ради него Аллах сотворил творение, отправил посланников, ниспослал писания, установил шариатские законы и установил джихад, а также аль-валя – любовь и дружбу ради Аллаха, и бара – отречение от многобожников. «Вахия калиматун» لو وزنت بالسماوات والأرض لراجحت بهن كما في الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Аллаху Акбар, братья. Это слово, если взвесить его вместе с небесами и землей, окажется тяжелее их. Как сказано в хадисе Абу Саида аль-Худри радийаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Муса сказал: о Господь мой, научи меня чему-либо, чем я буду поминать тебя и взывать к тебе». Аллах сказал: «Скажи, о Муса, ля иляха илляллах». Муса сказал: «О Господь, ведь все твои рабы говорят это». Аллах сказал: «О Муса, если бы 7 небес и те, кто населяет их кроме меня, и 7 земель были бы положены на одну чашу весов, а ля иляха илляллах на другую, перевесила бы чаша с ля иляха илляллах». И далее говорит шейх, рахимахуллах: ولقد عني مشايخنا وعلماؤنا ببينات معنى كلمة التوحيد وأفرضوا لها المصنفات وحرروا المسائل في بيان معناها
وحكم تاركها وحض على تعلمها وتعليمها. Наши шейхи и ученые придавали огромное значение разъяснению смысла слова единобожия, слова «Ля иляха илляллах». Они выделяли для этого отдельные сочинения, подробно разъясняли вопросы, касающиеся ее значения, постановления в отношении того, кто оставляет ее, а также призывали к изучению и обучению этому слову. وَلِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ أَحَمِّيَّةٍ كَبِيرَةٍ وَمَنْزِلَةٍ عَالِيَةٍ رَفِيعَةٍ آثرت الكلام عنها لأدل بدلول ولبيان الحق والصواب في مفهوم هذه الكلمة بما يفتح الله علي في بيان معناها وأقوال أئمة العلم فيها راجعا من الله عز وجل أن يجعلها ذخرفا لي يوم يقوم الأشهاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. И поскольку это слово обладает огромной важностью и высоким положением, я посчитал нужным поговорить о нем, чтобы внести свой вклад и разъяснить истину и правильное понимание этого слова. Настолько, насколько Аллах дарует мне способность в разъяснении его смысла и слов имамов, ученых о нем. Надеясь на то, что Аллах Азза ва Джалля сделает это для меня сокровищем в день, когда встанут свидетели, воистину Он покровитель этого и обладающий властью над этим. Дорогие братья, глава 1. Для чего нас создал Аллах? Всевышний Аллах создал джиннов и людей и все творения лишь для одного. Дорогие братья, обратите внимание, для того, чтобы мы поклонялись Аллаху Субханаху ва Тааля. Всевышний Аллах говорит: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Я'будун ай ювахидун. Поклоняться значит уединять Аллаха в поклонении. Как Ибн Аббас радийаллаху анху сказал, «Я'будун» означает, что познать меня и поклоняться мне. Другими словами, джинны и люди должны поклоняться только Аллаху, будучи единобожниками, будучи мувахидами, будучи искренними рабами Аллаха Субханаху ва Тааля, как Аллах Субханаху ва Тааля повелевает: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. А кто повинуется Аллаху и его посланнику, тот уже добился великого успеха. Итак, мы поняли, что Всевышний Аллах создал нас для поклонения. Дорогие братья и сестры, теперь мы должны понять, что такое поклонение. Поклонение, как его описал шейхуль ислам ибн Таймия рахматуллахи алейхи, «Аль-ибадату исмун джами'ун ликулли ма юхиббуху Аллаху ва ярдаху мин аль-аквали валь-а'мали аль-батинати вал-захирах». Поклонение – это понятие, объединяющее все слова и дела, как явные, так и скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Определение поклонения в языке и терминологии, то есть в шариате, айбада – поклонение, в языке происходит от глагола абада, что означает «повиновался Аллаху и смирился перед Ним». Ибн Аль-Кайим рахимахуллах сказал, что поклонение объединяет в себе две основания – высшую степень любви и высшую степень смирения. А в терминологическом, то есть шариатском смысле под поклонением понимается все то, что любит Аллах. Будь это явные и осязаемые поступки или скрытые, внутренние, такие как добрые намерения, если рабство, то есть убудия Аллаху Субханаху ва Тааля, проявляется в смирении и покорности, то айбада, поклонение, является более высоким понятием, ведь оно выражает высшую цель смирения. Так давайте же мы поймем, какое значение имеет поклонение в исламе. Поклонение – это основная часть религии ислама и одна из важнейших деяний, к которым стремятся мусульмане для приближения к Аллаху Субханаху ва Тааля, получения награды и спасения в последней жизни, что является целью каждого мусульманина. В исламском понимании поклонение включает в себе совокупность поступков, слов и убеждений, цель которых проявление рабства, смирения и стремление к близости к Аллаху Субханаху ва Тааля. Поклонение является главным средством достижения высшей цели человека в жизни – обретения довольства Аллаха и спасения в ахира. Оно укрепляет веру, защищает от сомнений и искушений, помогает строить личность мусульманина. Поклонение в исламе также утверждает важность справедливости, милосердия,
благодеяния и прощения, поощряет добрые нравы и правильные поведения, побуждает заботиться о других, помогать им в решении проблем и удовлетворении нужд. Можно сказать, что поклонение является лестницей к общественному миру и стабильности, которая способствует формированию сильной и уравновешенной личности, а также дарует довольство Аллаха и вечное счастье в мире этом и в будущем. Давайте, братья и сестры, мы с вами разберем, какие виды поклонения существуют в исламе. Поклонение в исламе многогранно и делится на 5 основных категорий. Первое – это сердечные поклонения. Это как вера в Аллаха, единобожие, искренность, упование, надежда, смирение, страх, мольба, покаяние, любовь и стремление к Аллаху. Второе – это языковое поклонение, как, например, мольба, дуа, зикр, поминание, тасбих, прославление, говорит Субханаллах, тахмид, говорит Альхамдулиллах, восхвалять Аллаха Субханаху ва Та'аля, такбир, возвеличивать Аллаха, говорит Аллаху Акбар, Аллах велик, или же тальбия, молитва за пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все поклонения, которые связаны с языком. Третий вид или третья категория поклонений – это финансовые поклонения, как закат, милостыня, выполнение обязательств и доверенного расходования средств на пути Аллаха Субханаху ва Та'аля. То есть этот вид поклонения – финансовое поклонение. Человек расходует из того, что Аллах Субханаху ва Та'аля даровал ему в довольстве Аллаха, в поклонении и в его религии. Четвертое – это составные поклонения, как джихад на пути Аллаха, повеление одобряемого и удержание от порицаемого, сотрудничество в добрых делах и богобоязненности, противостояние нечестию и тому подобном. Пятое – это телесные поклонения. Это те поклонения, которые связаны непосредственно с телом. Пример этому – омовение, когда человек берет омовение, вуду, или же гусль, то есть большое омовение, таяммум, молитва, пост, хадж и другие обряды, которые требующие физических действий. Также, дорогие братья, поклонения в исламе бывают добровольным, сунна, и обязательным, фард. Добровольные поклонения – это те, что не предписаны Аллахом в обязательной форме, но совершаются по желанию человека. Например, и'тикаф, уединение в мечети, дополнительные молитвы, благодеяние, садака, зикр Аллаха Субханаху ва Та'аля, поминание Аллаха и другие дела. Обязательные поклонения – это установленные Аллахом в определенных случаях, например, пятикратная молитва, хиджаб женщинам, омовение после полового осквернения, таяммум, молитва в пути, пост в месяц Рамадан и так далее. И все поклонения должны быть посвящены только одному Аллаху и никому кроме Него. И тот, кто посвятит даже если одно поклонение кому-то помимо Аллаха, то он будет мушриком, который предает Аллаху сотоварищей, и обязательно уединять Аллаха в поклонении, о чем мы поговорим в следующих главах, иншааллах. И сегодня, иншааллах, на этом мы остановимся и продолжим на следующем уроке. Хада валлаху а'лам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин, ва аля алихи ва сахбихи аджма'ин.